Ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовила манты с весенними травами. Ссылку на пёсдох и тесто оставлю под видео. Манты получились очень вкусными, несмотря на то, что в составе начинки нет мяты и листьев одуванчика. Обычно мы добавляем мяту и листьев одуванчика. В составе начинки есть конский щавель, листья свеклы, шпинат, лук и приправы. Такое манты очень полезное во время весны. Вчера поехала на рынок. У нас была хорошая погода, альхамдулилля. К сожалению, мята и листья одуванчика закончились. Вот это вот листья свеклы, ботва называют. Это молодые листья. Я это все хорошо помыла. Это шпинат. Это шпинат. На таджикском языке называют испанох. На узбекском языке исмалок. Вот такие листья у них. Видите? Вот. Такие листья. Так, сейчас покажу. Вот это вот откулок. По-узбекски откулок, по-таджикски шилха, а по-русски конский щавель. Конский щавель. Вот он еще здесь взрослый, ну, в смысле. В прошлом видео я показывала, они были молодые листья, там было. Такие молодые листья были, показывала я. А здесь уже вот такого размера, они уже переросли, как бы. Вот, это все буду измельчать и будем готовить мантуш. Лук нужно мелко измельчить. Из приправы добавить все по 1 чайной ложке. Зира, молотые семена кориандра, молотый черный перец и молотый мускатный орех. Соль 1 столовая ложка. Хорошенько перемешиваем. Добавить еще 1 крупную картофель. Листья мантоварки смазать растительным маслом, чтобы не прилиплись мантушки. Лепить манты вы можете удобным вами способом. Готовые манты варим на пару 40 минут. Манты уже готовы. Подробную информацию про шилху и других трав вы можете прочитать на моем блоге. Ссылку оставлю под видео. Конского щавеля еще называют и диким щавелем. Лица, у которых имеется предрасположенность
к образованию оксалатовых почечных камней, должны ограничить прием шавеля. Они должны к салатам из шавеля или овощным супам из него добавить чакку, сузму или сметану. Это очень простой салат. Состоит из редьки, шавеля огородного и базилика. Редьку натереть на терке, шавель и базилик нарезать и посыпать солью. Вот это вот рошак, его употребляют при головных болях. У меня болела голова, я с солью немножко съела, и боль прошла на самом деле.